смычковые музыкальные инструменты стали очень быстро распространяться по всему миру, потому что это было, конечно, гениальное открытие извлекать звук с помощью смычка. В отличие от предыдущих музыкальных инструментов, струнных, которые были в основном шипковые, и звук извлекался или палочкой, или пальцами. Но те инструменты, по-русски говоря, они бренчат, а этот гудит. Лира может воспроизводить в наибольшей степени человеческий голос. И это сделало его уникальным. И на сегодняшний день мы знаем, что именно скрипка является королевой классического оркестра, главным музыкальным инструментом. Нам в наследие осталось, я говорю уже нам, понтийским грекам, нам досталась лира, которая и в научных кругах называется понтийской лирой, то есть она изобретена и сохранена до сегодняшнего дня греками Черного моря. В интернете я нашел одну статью русской женщины-музыковеда Анна Благая, которая пытается это сказать, что нет, не бывает такого, что это смешение культур, там жили разные народы и так далее, там турки живут. Но если наши свидетельства говорят о том, что лира существовала, по крайней мере, в IX-X веке, то турки пришли туда на 600 лет позже. И именно после прихода турков появилось турецкое название кеменче. И оно даже не турецкое, оно арабско-персидское. Поэтому до прихода турков, лира имела одно название. Называлась она лирой. Понтийское слово не было, оно просто называлось лира. И на обширной территории Византии существовало 4 разновидности, геометрических разновидностей этих лир. Если посмотреть на историю культуры разных народов всего мира, то не так много народов, у которых есть собственный скрипичный музыкальный инструмент. Поэтому я с гордостью говорю, что у нас, у понтийцев, которые являются только частью греческого этноса, у нас имеется собственный скрипичный музыкальный смычковый инструмент. Это вещь сама по себе уже феноменальная. Согласно изображению в тех же манускриптах, эта лира практически на протяжении минимум 3000 лет не поменяла своей формы. Это будет или видно, я показываю здесь заготовку, на самом деле сама лира, вот ее как бы конечная форма, конечное состояние ее со струнами, с кобылками и так далее. Вот. Практически 1000 лет этот музыкальный инструмент остается неизменным. На нем 3 струны, играется в этом положении, в вертикальном. И для понтийских греков этот музыкальный инструмент является, как я уже сказал, душой понтийского народа. Понятно, что душой может стать что-то, что настолько тебе близко и настолько выражает твой внутренний мир, что все остальные музыкальные инструменты, которые в истории понтийского народа присутствовали, будем говорить, 7-8 века до нашей эры, они не стали настолько главными для понтийцев, как вот именно эта лира. Иногда я задумываюсь, а почему именно вот эта лира так долго сохраняется в неизменном виде? И разные мысли мне приходили в голову. Но я думаю, что, во-первых, понтийцы были акритами. Акриты – это пограничники, которые охраняют границы империи. Сама форма этой лиры, видите, она непринужденная, и если иметь большой карман, то ее можно просто в карман положить, и она легко переносится, она удобна в пользовании, и при всем при этом имеет все параметры хорошего смычкового инструмента. Несмотря на 3 струны, этот музыкальный инструмент ничем не может уступать другим смычковым инструментам. Хотя я считаю, что наличие 3 струн является небольшим, будем говорить, таким недостатком. Поэтому в понтийской лире существует 3 разновидности.
существует большая лира низкой настройки, средняя лира средней настройки и малая лира. Можно посмотреть, насколько она меньше и уже, чем лира средней настройки. А лира низкой настройки еще чуть больше. Все это, конечно, измеряется в миллиметрах, разница, это можно там 10 миллиметров туда-сюда, но потом уже, когда я занялся более глубоким исследованием, все это объясняется и с научной точки зрения. Потому что чем больше внутренний объем воздуха в музыкальном инструменте, тем он более низкий звук дает сам по себе. Что касается сегодняшнего состояния, традиционно, как всегда, изготовлением понтийской лиры занимались народные умельцы, плотники и столяры, которые, как я говорил, имеются в каждой деревне. И вот они, имея соответствующие инструменты, занимались изготовлением. Вот эта заготовка, которая показывает, как из цельного куска выдалбливается резонатор, внутренняя часть, вырезается внешняя форма, вырезается головка с отверстием для колков, потом наклеивается верхняя дека и настраивается, натягиваются струны. Вот в таком виде приблизительно эта лира изготовлялась больше, чем 1000 лет. Конечно же, с появлением новых технологий, новые технологии всегда привносят в изготовление музыкальных инструментов новые возможности. Почему меня смущал всегда внешний вид лиры? Судя по всему, наш народ был долго гоним. Понятно, что в 1453 году пала Византия, позже пала и Трапезунская империя, и находясь под гнетом османов, которые захватили Византию, естественно, не было никакой возможности для развития этого музыкального инструмента. В Европе как раз таки уже в средние века начинается эпоха Возрождения, где процветают культура, искусство и так далее. Разница. В Византии наступает тьма и появляется свет в Европе. Так вот, попав эти музыкальные инструменты в Европу, они потихоньку начали модернизироваться и доводиться до состояния искусства. Одно дело лира – предмет, то есть музыкальный инструмент, а другое дело лира, которая является произведением искусства. Ну, история знает, что потом гитаровидная и оваловидная лира были великими итальянскими мастерами модернизированы в современную скрипку и в семейство скрипок, говорим об альте, виолончели, контрабасе. Вот. А наша лира оставалась в условиях турецкого ига, оставалась в одной модификации, не считая, это одна модификация, ну, маленькие разновидности, низкой, средней и высокой настройки. Конечно же, никто не занимался модернизацией лиры до того, чтобы создать из нее альт, виолончель, контрабас. Это легко сделать, это математический расчет, который позволит нам из лиры сделать, например, понтийский квартет. Это у меня есть в планах, я уже работаю над чертежами, ну, надеюсь, Бог даст, мы когда-нибудь услышим понтийский квартет в исполнении понтийской видности лиры.